В рамках акции «Вода России» очередной субботник по очистке прибрежных зон водоемов провели вдоль береговой линии реки Назранка сразу в 2 населенных пунктах. Активную поддержку организаторам оказали волонтеры и местные жители. Сохранение уникальных водных объектов и защита окружающей среды – основная цель всероссийской акции «Вода России», в рамках которой в республике регулярно проходят массовые мероприятия по очистке русел рек. В очередной раз участники акции по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии, вооружившись инвентарем и мешками для мусора, вышли на уборку прибрежной территории реки Назранка. В этом богоугодном деле организаторов поддержали представители мэрии и административных округов Назрани, подведомственных учреждений. Акция взяла начало в Барсуках и продолжилась на Сыркорте. Ранее были очищены русла рек Асса, Сумжа. Данная река, мы как видим, в некоторых местах русло загрязнено, поэтому было принято решение об очистке русла именно данной реки. Большую обеспокоенность у жителей населенного пункта вызывает исчезновение родников. Люди связывают это с загрязненностью водного объекта. Бытовой мусор, банки и бутылки из-под воды, чего только не встретишь здесь после пикников. Люди любят посидеть у реки и приятно провести время, а вот убирать за собой не спешат. На Сыркорт ранее славился количеством природных источников. На родники по старинным обычаям водили по воду невест, но с каждым днем их становится все меньше. Они не могут здесь родника найти. Раньше родники были, невест туда водили, воду набирали, обычаи эти были. А сейчас эти обычаи становятся прошлым. Нам-то они не в прошлом, а вот поколение. И мы заинтересованы сохранить нашу чистоту, нашу красоту вот этой природы. То, что у нас здесь в городе маловато, это одно из мест, которое надо сохранять дальше. Эта проблема существует не первый день, отмечает мэр Назрани. И субботники проводились не раз. Но хотелось бы, чтобы люди ценили чужой труд и поддерживали порядок в своем населенном пункте. Очень много людей привлекли все округа, Министерство природы в большом количестве здесь. Поэтому будем очищать русло реки и совместно разговаривать с людьми о том, что нельзя не то что загрязнять, не самозахватывать, чтобы вот прекратить вот те безобразия, которые творятся. Поскольку река Назранка относится к объектам федерального значения, все изменения работы, проводимые в отношении водного объекта, должны быть согласованы с Росприроднадзором. Река Назранка, она входит под контроль Росприроднадзора, потому что город Назрань, как мы знаем, является 100-тысячником, поэтому река относится к федеральному значению. Но мы со своей стороны, несмотря на то, что данная работа не наше ведомство, будем тесно взаимодействовать с Росприроднадзором, свое видение обязательно изложим, и те меры, которые должны быть непременно предприняты, в том числе и по этим же родникам, по образованиям, которые новые здесь находятся, по территории, которые, скажем так, в некоторых местах самозахвачены. И в этой части нужно провести необходимую работу, в том числе с участием надзорного органа прокуратуры города Назрань. Вдоль берега реки участники акции собрали более 100 мешков мусора, очистили территорию от коряг и ветвей, показав тем самым, что им не безразлично состояние экологии в регионе. Чистота – это прежде всего залог здоровья всей нации. Мадина Джанхотова, Ахмед Исмурзиев, Петимат Халухаева, Мадина Марзиева, Вести, Ингушетия.